Я Сулим Бишаев, студент второго курса Чеченского государственного университета. Являюсь председателем Объединенного совета обучающихся университета. Хочу рассказать вам о том, каких успехов достигли наши студенты за 2014 год. Реализация программы развития деятельности студенческих объединений позволила создать благоприятные условия для развития творческого, интеллектуального и научного потенциала наших студентов, снизить уровень неудовлетворенности внеучебной деятельностью и увеличить количество студентов, имеющих сформированную картину своего будущего. На базе университета начали функционировать студия звукозаписи, Центр молодежных и международных проектов, университетский штаб «Наша общая победа», ЗОЖ-студия, арт-клуб, Центр молодежного предпринимательства, которые стали непосредственно площадками для развития творческого, научного и физического потенциала студентов. Создание по инициативе студентов университета регионального отделения Ассоциации студентов и студенческих объединений, участие студентов в региональных и всероссийских студенческих форумах значительно активизировало деятельность студентов объединений вуза, что повлекло за собой вовлечение большого числа обучающихся во внеучебную работу. Прекрасно понимаю, что любой выпускник вуза должен иметь навыки предпринимательской деятельности. Этому способствовали мероприятия, проводимые в рамках программы развития деятельности студенческих объединений. Комплекс мероприятий по программе «Начинающий предприниматель» был реализован в рамках создания Центра молодежного предпринимательства. К деятельности Центра удалось привлечь в качестве постоянных экспертов из регионального сектора экономики предпринимателей республики. Формат беседы-диалога, в ходе которого бизнесмены делятся историями своих достижений, рассказами о допущенных ошибках, а также о золотых правилах ведения бизнеса, позволяет популяризировать предпринимательскую деятельность, создавать предпринимательскую среду. Особый интерес вызвала выставка научных достижений молодых ученых, аспирантов, специалистов и студентов «Инноватика 2014». Оргкомитет выставки получил порядка 50 заявок на участие, среди которых экспертное жюри определило 4 победителя в 2 номинациях. Организация и проведение выставки позволили создать основу для формирования и дальнейшего расширения базы данных молодых ученых и специалистов Чеченской Республики. Республиканский чемпионат по деловой игре «Железный предприниматель». Формат деловой игры, как и подготовительные теоретические мини-лекции, позволили студентам отработать навыки командной работы, разработки и презентации бизнес-идей. В деловой игре приняли участие 24 команды. Для выбранной идеи участники разработали бизнес-модели, оценили объем предполагаемого рынка, выделили целевую аудиторию и методы продвижения нового продукта. Команды в формате Elevator Pitch презентовали свои бизнес-идеи. Победителем в данном этапе стала команда Skynet, которая представила проект «Умная дверь». Было очень много желающих опробировать эту дверь. Республиканский конкурс «Конвейер инновационных идей» включал в себя подробное изложение инновационной идеи, имеющие элементы научной новизны, а также инновационную практическую значимость. Инновационные идеи на суд экспертов представили студенты и молодые ученые. На конкурс было предложено около 50 проектов. В рамках реализации комплекса мероприятий по созданию и налаживанию процесса деятельности в учреждении студенческого органа, осуществлявшего общественно-профессиональную экспертизу качества образования, в частности, была создана студенческая оценочная комиссия, проведены круглые столы, семинар по качеству образования и тренинг. Модератором выступил Бишаев Саддам. Экспертом на семинаре выступил председатель комиссии по вопросам качества образования Совета по делам молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации Антоний Швинт. В проведении тренинговых мероприятий по оценке качества образования приняла участие тренер Ассоциации тренеров студенческой молодежи Екатерина Борисевич. Организация школы студенческого актива «Лидер» на базе вуза реализована посредством проведения семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр, посвященных самым актуальным вопросам студенческого самоуправления. Координатором выступил я сам. Для проведения обучения студактива были привлечены известные эксперты по подготовке лидеров, в частности, руководитель Центра команды экспертов и тренеров при Пятигорском государственном лингвистическом университете, тренер, член Ассоциации студенческой молодежи Диана Проскурикова. Открытие студии звукозаписи университета стало очередным шагом поддержки и развития молодых субкультур на площадке университета. Молодые исполнители из числа студентов получили возможность бесплатно в специально оборудованной студии на новейшем оборудовании производить звукозапись, создавать профессиональные и любительские аранжировки, аудиофонограммы, аудиокниги, озвучивать видеоклипы. В рамках данного направления была оказана методическая и консультационная помощь творческим исполнителям и студенческим коллективам. За период деятельности студии были записаны и изготовлены более 30 аудиофонограмм и озвучены более 20 видеороликов. Фестиваль КВН «Дружба народов СКФО» проводился в рамках программы «Кавказ. Наш общий дом». Координатор проекта студент 5-го курса Института чеченской общей филологии Ваид Дадаев. Участниками фестиваля стали команды вузов Дагестана, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Проведение фестиваля на базе университета позволило создать благоприятные условия для вовлечения творческого потенциала молодежи и студенчества, а также привлечению их к игре КВН. Фестиваль внес свою лепту в укрепление и популяризацию идей толерантности, интернационализма и общности истории судеб народов, населяющих СКФО. Фестиваль молодежной культуры «Арт Квадрат» стал первым
основным мероприятием проекта на территории СКФО. Координатор проекта от университета, студент юридического факультета Магомед Султан Салтымурзаев. Фестиваль, позиционируемый как компонент всероссийского молодежного проекта, вызвал живой интерес у студенческой молодежи, особенно у ее творческой части. Проведенная предварительная работа по выявлению талантливой молодежи позволила создать удобную площадку, где смогли проявить себя не только студенты вузов Чеченской Республики, но и другая творческая молодежь. Благодаря проведению фестиваля, в первую очередь предшествовавшей масштабной информационно-организаторской работе, удалось собрать вовлеченную проектом студенческую команду, которая готова и в дальнейшем работать для приобщения широкого круга молодежи к искусству, которые объединились под эгидой арт-клуба университета. Спартакиада «Здоровый образ жизни». Спартакиада проводилась в целях популяризации здорового образа жизни и профилактики табакокурения, наркомании и алкоголизма. Состязания проводились по 10 направлениям. Благодаря Спартакиаде «Здоровый образ жизни» увеличилось число студентов, занимающихся в спортивных секциях. Определились перспективные студенты для формирования факультетских и общеуниверситетских команд по направлениям. ЗОЖ получил популярность путем вовлечения первокурсников в спортивную жизнь вуза. Реализация проекта «Беги за мной» направлена на популяризацию среди молодежи ЗОЖ, привитие устойчивых здоровых привычек студентам путем демонстрации и применения доступных и эффективных практик ЗОЖ, а также привлечение студентов к массовому спорту. Забеги «Беги за мной» весна, лето, осень, зима позволили заинтересовать студентов таким видом спорта, как бег. На базе университета создана ЗОЖ-студия. База как функциональный центр реализации мероприятий Всероссийского молодежного проекта «Беги за мной». Ежедневно в студии проводятся занятия со студентами, интересующимися в современных методиках ЗОЖ и рационального питания. Также хочу отметить приезд в университет руководителя федерального проекта «Беги за мной» Натальи Шульги, ее личное участие в забегах и тренингах, а также организационная работа. Спортивный фестиваль «Спортфест» в рамках программы «Команда-2018» проводился с целью поиска и поддержки спортсменов, авторов и организаторов проекта в области индустрии и спорта среди молодежи Российской Федерации. Координатором был студент факультета государственного управления Тасуев Абдулазиз. «Спортфест» в университете позволил собрать на одной площадке команды и секции по самым различным видам спорта. В конкурсе на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта среди молодежи Чеченской Республики приняли участие проекты, популяризирующие ЗОЖ, которые вызвали живой интерес у бизнес-сообщества Чеченской Республики. В работе детского форума «Дети Кавказа за мир на Кавказе» приняли участие делегации из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края. Форум развернул дискуссии по следующим темам: развитие миротворчества в СКФО, проблемы и пути развития, воспитание культуры чтения у детей, инклюзивное образование и для чего оно нужно, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, опыт Чеченской Республики. Для участников форума была организована большая культурная программа, которая предусматривала посещение мемориального комплекса Аллея Славы имени Ахмада Хаджи Кадырова, частного этнографического музея Донди-Юрт и другие достопримечательности. Проведение форума позволило повысить информированность населения о положении детей, нарушении их прав вследствие неразрешенных политических и этнических конфликтов и активизировать участие детей в защите своих прав и интересов, наладить дружеские и партнерские связи между детьми субъектов СКФО. Создан и активно действует клуб патриотической направленности, университетский штаб проекта «Наша общая победа», координатор студентка факультета государственного управления Заида Хасуева. В рамках реализации проекта проведены круглые столы, интеллектуальные тематические игры, кинолектории, походы в музеи, возложение цветов к памятнику «Вечный огонь» в мемориальном комплексе Аллея Славы. Организована постоянно действующая фотовыставка «Мы не были на той войне». В каждом структурном подразделении оформлены стенды страницы нашей истории и проведен вечер памяти погибшим в Великой Отечественной войне «Реквием». Члены штаба систематически посещают ветеранов Великой Отечественной войны. Создание Центра молодежных и международных проектов как студенческого объединения в полной мере способствовало развитию международного межрегионального студенческого сотрудничества, став площадкой для самореализации инициативных студентов. Координаторами данного направления стали студенты Рустам Сайдулаев и Усман Хаханаев. Площадка Центра доступна не только для студентов университета, но и для обучающихся других вузов Чеченской Республики. Создан и активно развивается сайт Центра как ресурс по информированию и консультированию международным проектам и программам. В рамках развития межрегионального студенческого сотрудничества один из координаторов Центра Усман Хаханаев принял участие в 5-м ежегодном форуме молодых лидеров Юлии 2014. В рамках молодежной конференции «Кавказ. Наш общий дом» состоялось обсуждение следующих вопросов: профилактика экстремизма в молодежной среде, роль СМИ в формировании образа современного молодого человека, совершенствование культуры межнационального общения в молодежной среде СКФО, межвузовское студенческое сотрудничество и роль университета в развитии гражданского общества в современном мире. Делегации из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаева-Черкесии и Ставропольского края стали активными участниками дискуссионных площадок, секций и мастер-классов. Культурная программа включала в себя вечер национальных танцев, возложение цветов в мемориальном комплексе Аллея Славы, посещение выставки объединения художников Юга России «Колесо» под названием «От этюда до картины», а также этнографического музея Донди-Юрт, Национальной библиотеки Чеченской Республики и другое.